Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Есть уверенность, что к концу года дети смогут тренироваться в обновленном зале. Президент Алан Гаглоев ознакомился с ходом строительных работ в спортшколе. Общение прошло в теплой и дружественной обстановке. Глава государства Алан Гаглоев встретился с экс-президентом Эдуардом Кокойто. Достигнутые договоренности станут прочной основой для дальнейших шагов. В Госуниверситете состоялся телемост. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики. В Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школе ведутся восстановительные работы. Ремонтные работы в самом разгаре, ведется замена покрытий зала. Борцовский зал, где проходят тренировки сразу по нескольким видам спорта, нуждался в ремонте длительное время. Содействие в этом благом деле оказал президент Алан Гаглоев. И сегодня глава государства ознакомился с ходом строительных работ. Репортаж Зарины Кочиевой. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев проинспектировал строительные работы в детско-юношеской спортивной школе. Работы идут полным ходом, как отметил директор учреждения Георгий Кочиев. Строители скоро завершат укладку бетонного основания в основном зале, после чего здесь появится специальное покрытие. Работы планируется завершить в установленные сроки, чтобы уже в ближайшем будущем юные спортсмены смогли вернуться к тренировкам в обновленном пространстве. Президент внимательно осмотрел один из самых больших тренировочных залов, ведь на кону здоровье и успехи будущих чемпионов. آخرزا میکنه اینجی اسپیدی تگاه میکنه ما سوالت دادن سوالتن موی تونجبر تگاهی یوزالدر نی مسوالتن واجنه یو مکرجی مگسکه زمالم بایدنج کنار بیرخوت نشم بایدنج موجی تکوم کاهی رول زمالوی نتورت بودی اون تو شایدست موجی در رازمین قدریم отработ قدریم. Спортивный зал не ремонтировался с советских времен. Дети долгие годы занимались без элементарных условий. آشیان قطع کرده دست فای نجده نافته رازمال بازمال بودی مثلشتر زرور بدتر شده است مدريف بودی. Кровля обветшала, в удручающем состоянии находятся и стены спортзала. Глава государства заверил, в ближайшее время дети смогут тренироваться в обновленном зале. ونمیشه زرد آرخانج و نمیشه بوفنر در تخسنج من ایران کلتوا بردار و نم شتر پروبلم مودی که تودی پاتولوگ در وی نولتاج روستر شوجینیا پول مفرق درس کنجست بنتون نوگ کابیوشتا ایران توستی کلتام کبنولن و تو نوگی عادت تیم در کابجین سیس نوگی توستی ولتن در روم ما تو کلتا روی دومنه اما گسکه وش فرستم وش سوغدت سرجستم شمای خودونی ول در رفتارم کلتا درس رس وقت کنم Борьба – один из самых развитых и популярных видов спорта в Южной Осетии. Ежедневно зал посещают более 100 детей. Как отметил директор учреждения Георгий Кочиев, юные спортсмены с нетерпением ждут завершения строительных работ. خنگ خالنا کسان سوالات کترینیش ندارم کلیسر کفیت توی من روی تمام молчи در خستی تو ماتنشین В завершении глава государства пообщался с тренерами и работниками спортивной школы. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Глава государства Алан Гаглоев встретился с экс-президентом республики Эдуардом Кокойто. Обсуждение вопросов государственной политики и развития Южной Осетии в целом прошло в положительном ключе. В знак признательности за многолетнюю дружбу и заслуги перед Отечеством Алан Гаглоев вручил Эдуарду Кокойто медаль во знаменовании 35-летия Республики Южная Осетия. Подробности далее. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев встретился с экс-президентом республики Эдуардом Кокойто. В теплой дружественной обстановке стороны обсудили важность преемственности государственной политики и единства в деле укрепления и развития республики. Глава государства отметил значительный вклад Эдуарда Кокойто в становление Южной Осетии. В знак признательности за многолетнюю службу и заслуги перед Родиной Алан Гаглоев вручил Эдуарду Кокойто медаль, учрежденную во знаменование 35-летия Республики Южная Осетия. برای بولن زخته پالیگون دستم داخل بود فوتبالشنی همیشه رستاجی تدخل در رشد هم رسولی کاسر و گفته
zunasay toşa xurzaxtay ola prezidentanlar. Yani onu sorttan onkan beldestan uygulayışı için maddelerden koridorun için gerçekten Felix Sergeyevich Tervisson ve Tersen Fahelçe kuttu. Dorfayna xastada oni makekuma da ikon fala short dolşina fatlonga. Эдуард Кокойте поблагодарил президента Алана Гаглоева за внимание и высокую оценку его деятельности, подчеркнув, что успехи республики возможны только при сохранении сплоченности и взаимоуважения. В завершении встречи стороны выразили уверенность, что дух патриотизма и единства, сформированный за годы независимости, станет прочной основой для дальнейшего процветания и развития Южной Осетии. Зарина Кочиева, Айда Кочиева. Информационный выпуск сегодня. В Москве открылось юбилейное 10-е заседание Евразийского альянса омбудсменов. Оно посвящено защите прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей и объединяет уполномоченных по правам человека множество стран. В заседании также принимают участие представители законодательных и исполнительных органов власти, дипломаты, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации. В работе конференции принимают участие уполномоченная при президенте Республики Южная Осетия по правам ребенка Аэлита Джуоева и уполномоченный по правам человека Инал Тасоев. В Москве стартовало 10-е заседание Евразийского альянса омбудсменов. На событии собрались омбудсмены более чем из 60 стран, а также представители международных организаций, что подчеркивает важность проблематики защиты прав граждан на международном уровне. Ничто не может быть препятствием для объединения единомышленников, для тех, у кого ценностные ориентиры одинаковые, сближают нас. Несмотря на сложные логистические сегодня зигзаги, все нашли возможность приехать сюда для того, чтобы пообщаться друг с другом, поделиться своими опытами и объединить усилия на будущее. Основное внимание на конференции уделено вопросам, связанным с правами жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей. В этом году событие примечательно широким представительством, в том числе делегации правозащитников из Южной Осетии. В работе конференции принимают участие уполномоченная при президенте Республики Южная Осетия по правам ребенка Аэлита Джуоева и уполномоченный по правам человека Инал Тасоев. Большая честь находиться здесь, потому что мало того, что мы знакомимся, и само название этой конференции – это обмен лучшими практиками омбудсменов, и для нас он относительно молодой институт уполномоченного по правам ребенка в Южной Осетии, и поэтому этот опыт нам необходим. Что касается вчерашнего заседания Альянса, это тоже была очень интересная тема, это отдаленные местности, как защищать права человека, и в Южной Осетии тоже есть как центр, так есть и периферия. И для нас очень важный социальный аспект и правовой аспект для того, чтобы наши граждане, в частности дети, оставались в подобной защитой государства. Поэтому то, о чем вчера мы говорили, для нас тоже очень необходимо. В принципе, мы тоже используем точно такие же практики для того, чтобы могли полноценно защищать наших детей. В ходе заседания планируется также обмен успешными практиками и инициативами, направленными на защиту и поддержку прав всех граждан. Это важный шаг к созданию более гармоничного и справедливого общества, где каждый голос будет услышан. Для нас крайне важен обмен опытом с коллегами. Сегодня как никогда необходимо объединять усилия для защиты фундаментальных прав граждан, несмотря на существующие вызовы, подчеркнула Аэлита Джуоева. Как субъект международного уровня и взаимодействия, для нас самое важное расширять это сотрудничество. Поэтому, во-первых, изначально мы подписали меморандум с коллегой Российской Федерации Львовой Беловой, меморандум о соглашении, дружбе, сотрудничестве и с другими субъектами Российской Федерации. У нас уже есть и международное подписание с Республикой Абхазия. И недавно подписали с коллегой из Никарагуа, то есть той республикой, которая одна из первых признала независимость Южной Осетии. Сегодня тоже уже есть такие страны, государства, которые готовы узнать, кто же такая Южная Осетия, и мы этот правовой документ, я думаю, что в ближайшее время еще с некоторыми государствами подпишем.
Участие в таком авторитетном форуме позволяет не только перенять передовой опыт, но и донести свою позицию по ряду вопросов. В работе заседания принимают участие представители из 10 стран, членов Альянса, которые обсудят возможности расширения сотрудничества. Евразийский альянс омбудсменов был создан в 2017 году при участии уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Агунда Губозова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Госуниверситете состоялся телемост, в ходе которого обсуждены вопросы сферы молодежной политики. В частности, рассмотрен проект, который призван помочь молодым людям из разных стран, школ и регионов, независимо от их местоположения и профиля учебного заведения, наладить международные связи, развить коммуникативные навыки, научиться презентовать себя и свою страну, а также знакомиться с культурой дружественных стран. Об участниках и обсуждаемых вопросах расскажет Дарья Хуриева. В Юго-Остинском государственном университете состоялся телемост, во время которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики. С юго-остинской стороны в работе принимали участие заместитель руководителя администрации президента Алан Тибилов, руководство движения Розагонта и представители нескольких школ, которые будут принимать непосредственное участие в проекте. Российскую сторону представлял Марат Закиров, заместитель председателя правления общероссийского движения «Движение первых» и председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова. Это крупнейшее объединение детей и молодежи в России, участниками которого являются 12 миллионов человек. В ходе работы Марат Закиров подчеркнул, что взаимодействие Южной Осетии с «Движением первых» представляет особую ценность. Спасибо за обратную связь. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы ребятам из Южной Осетии было понятно и легко участвовать в наших с вами совместных проектах. Алан Тибилов отметил, что в рамках взаимодействия с «Движением первых» были подытожены два ключевых вопроса. За короткое время удалось прийти к итоговому соглашению. Мы уверены, что достигнутые договоренности станут прочной основой для дальнейших шагов, отметил Тибилов. Мы обсудили два больших и важных вопроса. Это первое. Открытие клубов дипломатии. Мы предложили 5 школ. Значит, заявка была принята, и 5 школ сегодня будут участвовать в клубе дипломатии. Вот для чего это все делалось? Конечно, нам хочется, чтобы наши школьники, они больше участвовали в разных мероприятиях, чтобы они выезжали, чтобы попросту их жизнь была интереснее. Директор 6-й школы рассказал о действующем преобразовательном учреждении клубе «Юный дипломат». Это наши первые шаги, и мы рассчитываем на активную и результативную деятельность, отметила Юрина Газаева. Я вижу заинтересованность в детях, и сегодняшняя видеоконференция дает возможность детям провести мосты дружбы и продолжить в этом направлении большую работу. То есть это возможность встречаться как и онлайн, так и офлайн. И я надеюсь, что мосты дружбы будут проведены. Хорошая возможность для изучения английского языка как международного, потому что на нем дети смогут общаться из разных стран. И мы надеемся, что этот клуб уже через год даст хороший, большой результат на благо всем нам. Директор 2-й школы Ольга Михайлиди отметила, что «Движение первых» представляет для нашей молодежи интересную и важную организацию. Она подчеркнула, что рада началу сотрудничества и выразила уверенность в том, что совместная работа принесет много положительных результатов. Поставлена работа очень интересна, и мы рады, что сегодня это движение дошло до Южной Осетии. Что касается сегодняшней нашей встречи, это был первый маленький шаг для большой плодотворной работы. И я думаю, что Южной Осетии есть что предложить, потому что в наших школах работают опытные учителя, и у нас в школах традиционно поставлена организационная работа с детскими клубами, разными направлениями. Телемост завершился на позитивной ноте. Стороны выразили общее стремление к совместной работе. Уже в ноябре этого года в Москве планируется подписание договора, который положит начало для реализации первых совместных проектов. Дарья Хуриева, Давид Туаев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Юные спортсмены из Южной Осетии взяли медали разных проб на крупном турнире по плаванию «Осенние старты» в Кисловодске. Соревнования собрали более 600 пловцов. Турнир прошел на высоком уровне, ярко и с настоящим спортивным настроением. Юго-Остинскую команду представляли 16 спортсменов. Все ребята показали отличные результаты, приобрели ценный опыт и повысили спортивную квалификацию.
Команда пловцов из Южной Осетии приняла участие в соревнованиях «Осенние старты», прошедших в живописном городе-курорте Кисловодск. Юные, полные энергии спортсмены, представляющие нашу республику, с первых же секунд заплыва показали себя как сильные и целеустремленные спортсмены, демонстрируя прекрасную технику и волю к победе. Они поддерживали друг друга, подбадривали после неудач и вместе радовались победам. А наши спортсмены поделились, что участие в соревнованиях принесло им массу положительных эмоций и мотивацию на будущие победы. Я очень волновался, когда выходил на бассейн перед соревнованием. Было очень сложно. За кадром остались волнения, переживания и невероятная работа команды. За каждой победой ребят долгие часы тренировок, упорный труд и самоотдача. Наш тренер Евгения Викторовна хорошо нас всех подготовила, чтобы мы все выступили на соревнованиях, хорошо готовились к этим соревнованиям. Проводили сложные тренировки. Результатами я доволен, есть над чем поработать. Соревнования в Кисловодске собрали множество талантливых спортсменов из разных уголков страны. Яркие заплывы, новые личные рекорды и неподдельные эмоции – вот итоги выступления нашей команды. Тренер команды также подчеркнул важность приобретенного опыта и отметил положительную динамику в результатах пловцов. Заведомо я знала, какие результаты покажут ребятки, но как они проявят себя в столь больших соревнованиях, было, конечно, интересно наблюдать. И, честно говоря, я довольна как тренер. Мы привезли 9 медалей. У нас отличился мультимедалист Георгий Цхавребов. Он заработал 3 золотых и 1 серебряную медаль. Георгий выступал в возрастной группе среди мальчиков 11-13 лет. А вот малыши наши, которым по 8 лет, даже еще и не исполнилось, фактически, но возрастная группа 8-летняя, 2017 год рождения, заработали 3 серебряных медали и 2 бронзовые медали, что, в принципе, нас порадовало. Призерами младшей возрастной группы стали Всеволод Винокуров, Вячеслав Винокуров и Миславская Виктория. Домой в Южную Осетию пловцы привезли не только спортивные награды, но и новые навыки и впечатления. Дарья Хурьева, Заур Стаев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Снаурском районе днем плюс 15, ночью плюс 10. В Цавском районе днем плюс 14, ночью 11 градусов тепла. В городе Квайса днем плюс 11, ночью плюс 9. В Ленигорском районе днем плюс 17, ночью плюс 12. В столице республики в Цхинвале днем 15 градусов тепла, ночью плюс 12. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.